Добрый день, уважаемые ученики и учителя! Мы рады приветствовать вас на медиауроке, посвященному Дню Республики Саха-Якутия и 75-летию Великой Победы. Почему День Республики Саха-Якутия мы празднуем именно 27 апреля? В этот день в 1922 году специальным декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета была образована Якутская автономная советская социалистическая республика, и в 1992 году 27 апреля была принята Конституция Республики Саха-Якутия. Оглядываясь назад, мы можем увидеть, какой огромный исторический путь прошла наша родная республика, прежде чем стать одной из самых динамично развивающихся республик России. Давайте прокрутим ленту истории и заглянем далеко в наше прошлое, узнаем, как жили люди в те времена и какие события произошли на протяжении 3 столетий. Впервые Россия открыла наш край в первой четверти XVII века. Это время знаменуется освоением огромных пространств за Уралом. России нужны были новые земли для развития экономики, укрепления государственных границ. С этой целью и начали осваиваться нетронутые территории Восточной Сибири. Так, в 1632 году территория Якутии оказалась в составе российского государства. На тот момент здесь проживали такие народы, как якуты, эвены, эвенки, юкагиры и чукчи. Среди них самыми многочисленными были якуты. Их насчитывалось около 50 тысяч. Они занимали в основном центральную часть Якутии. Главным занятием якутов было разведение крупного рогатого скота и лошадей. Не имеющие скота и лошадей занимались охотой и рыболовством. В то время в России самой ценной валютой выступал мех соболя. Жители новых присоединенных земель облагались налогом в виде пушнины, который назывался ясаком. Центром Якутии стал Ленский острог, основанный в 1632 году. Он переносился четырежды из-за подтоплений и располагался на современной территории Намского и Мигно-Кангаласского улусов. В 1643 году острог принесли на территорию современного Якутска. С тех пор Якутск находится на долине Туймада. Первооткрыватели новых земель, казаки-землепроходцы, основывали зимовья и остроги, которые служили форпостами продвижения россиян на северо-восток Азии и далее на северо-запад Америки. В 1638 году был образован Якутский уезд, позднее преобразованный в Якутскую провинцию и Якутскую область Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Ребята, давайте теперь узнаем, что же происходило в XVIII веке в Якутии. Важным событием этого столетия стало распространение христианства по всей территории Якутии. Все это привело к тому, что началось строительство церквей, сначала деревянных, затем каменных. Важно отметить, что церковь выполняла не только религиозную, но и просветительскую функцию. Позднее здесь начали преподавать грамоту и открывать первые школы, издавались первые якутские книги. Уже в XIX веке началось развитие культуры и образования. Появились первые гражданские школы, общедоступные библиотеки. В этот период частой практикой были школы, которые открывали политические ссыльные для сельских детей. Политические ссыльные были прогрессивными людьми, которые понимали, что местному населению нужно образование. Вклад политсыльных в развитие образования, культуры, медицины огромен. Если подробнее рассказать, кого же ссылали в Якутию, которую называли тогда тюрьмой без решеток, то начало политической ссылки можно отнести к 1825 году, когда произошло знаменитое восстание декабристов в Санкт-Петербурге, и в Якутии было сослано 11 декабристов, многие из которых занимались в основном педагогической и литературной деятельностью. В Амгинской слободе ссылку отбывал знаменитый русский писатель Владимир Короленко. Короленко учил детей, занимался литературной деятельностью.
Во всех районах открывались бесплатные школы политических ссыльных. Большинство детей, обучавшихся в таких школах, в дальнейшем поступали в прогимназии и семинарии. Например, один из первых врачей из народа Саха Прокопий Сокольников, лидер дореволюционной национальной интеллигенции Василий Никифоров Кюльмнюрь, академик, физик Леонид Хивинский и другие. В XX веке Якутия становится местом оживленных политических коммуникаций. Активно создаются кружки, куда входят учащиеся дети из бедных семей. Они получали образование в городе Якутске за счет поддержки родных и земляков. В этих кружках обсуждались общественно-политические вопросы, вопросы революции и смены власти в России. Руководителями таких кружков были политсыльные, сосланные за революционную деятельность в Якутскую область. Так, в 1916 году был создан кружок «Рассвет», руководителем которого стал ссыльный большевик Емельян Ярославский. В состав кружка входили учащиеся, впоследствии видные государственные деятели: Максим Амосов, Платон Слепцов-Аюнский, Исидор Иванович Барахов, Степан Ржаков, Степан Васильев и многие другие. Все эти имена вы слышите не в первый раз. В честь их названы улицы, учреждения в Якутии, установлены памятники и открыты мемориальные музеи. В 1917 году в России началась революция, а далее гражданская война. В этом горниле борьбы за власть, за главную идею, победу одержала власть большевиков, и по всей России установилась советская власть. Для России началась новая эпоха. В Якутии активными борцами за советскую власть стали те молодые люди, о которых договорилась выше: Максим Амосов, Платон Слепцов-Аюнский, Исидор Иванов-Барахов, Степан Ржаков, Степан Васильев. Они стали первыми руководителями Якутии. 27 апреля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление об автономной Якутской Социалистической Советской Республике как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. Данный регион стал самым крупным на территории Советской России. В 1920-21 годах началось движение за предоставление Якутии статуса автономии, обеспечение самостоятельности. Проект положения будущей Якутской республики был составлен комиссией под председательством Платона Аюнского с позиции национального суверенитета. 21 января 1921 года Политическое бюро Российской коммунистической партии обсудило вопрос об образовании Якутской ССР. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Ленин поддержал данный проект, и 16 февраля Президиум ЦИК постановил образовать Якутскую ССР в составе РСФСР. Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явился советский государственный и партийный деятель Максим Кирович Амосов, который поставил вопрос об образовании Якутской ССР перед Центральным комитетом партии и Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. 1 июня 1922 года было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Аюнским. Конституция Якутской ССР была утверждена на Третьем съезде Советов ЯССР в начале 1925 года. Советский период истории Якутии был связан с широкомасштабными промышленными освоениями ее природных богатств, активное развитие коренных народов Якутии. Уже с 1920-х годов началось массовое открытие школ, больниц, культурных и социальных учреждений. Начались работы в алданских золотых приисках, открылось первое якутское пароходство, прилетел первый самолет. В 1925 году по инициативе Максима Кировича Амосова начала работу Якутская комплексная экспедиция Академии наук СССР.
В этом же году была создана Якутская национальная библиотека. В 1935 году был организован первый на северо-востоке России научный институт языка и культуры, первым директором которого стал Платон Аюнский. XX век ознаменован героическим подвигом советского народа в освободительной войне с мировым фашизмом. В 1941 году началась Великая Отечественная война Советского Союза с Германией. Еще в 1925 году в Якутске была открыта Якутская национальная военная школа, где готовили местные военные кадры. 660 якутян ушли на фронт добровольцами. Кроме того, из Якутии было призвано 418 девушек и женщин в части связи, противовоздушной обороны, во фронтовые и армейские госпитали. В годы войны из Якутии было призвано почти 63 тысячи человек, включая призванных на действительную военную службу в 1939-40-х годах, студентов, аспирантов, обучавшихся в вузах страны и проживающих якутян вне предела республики. Якутия понесла в годы войны тяжелые людские потери. Посланцы Якутии принимали участие во многих битвах и сражениях Великой Отечественной войны: Сталинградской битве, Харьковском сражении, Ржевско-Вяземской, Демянской, Смоленской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской операциях, в штурме Берлина, Кёнигсберга и в Маньчжурии. Воины из Якутии служили во всех родах войск, показывая дисциплинированность, самоотверженность и мужество. Они прославились как отличные снайперы, умелые разведчики, отважные артиллеристы, танкисты, летчики. За проявленный героизм 24 якутянина стали героями Советского Союза и один героем Российской Федерации. 4 воина удостоены ордена славы 3 степеней, из них 1 Саха. Орденами славы 2 и 3 степеней награждены 25 якутян. Орденами Красной Звезды, по неполным данным, 1300 наших солдат и офицеров, в том числе 4, 3, 2, 44 якутянина. Всего в Великой Отечественной войне погибли 37 965 якутян. Еще больше, около 60 тысяч, погибли во время войны в Якутии от голода. Несмотря на голод, выкосивший огромное для республики число людей, якутяне внесли в фонд обороны 380 660 рублей, 23 килограмма золота, 553 килограмма серебра. Кроме того, 40 тысяч тонн рыбы было добыто якутянами на берегу Северного Ледовитого океана и отправлено на фронт пушнины на 90 миллионов рублей. Для того, чтобы рассказать о великом подвиге наших земляков в Великой Отечественной войне, о пережитых годах и о трагедиях, происходивших в это время, не хватит одного урока. Сегодня мы завершаем наш медиа-урок, посвященный Дню Республики Саха-Якутия и 75-летию Великой Победы. Спасибо за внимание!